С именем Сергея Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права, отметил премьер-министр Валерий Бганба, открывая конференцию. Сегодня нас здесь собрала знаменательная дата – 70-летие второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш. Годы государственной деятельности Сергея Багапш были полны событий и по праву занимают весомое место в современной истории Абхазии. С именем Сергея Васильевича Багапш связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права. Его роль в становлении абхазской государственности и активизации всего комплекса развития молодого государства сложно переоценить. В памяти коллег, соратников, всех собравшихся сегодня в этом зале, Сергей Васильевич Багапш остался как принципиальный сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, отношений с братскими народами всего Кавказа. Политик, внесший неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Именно так можно охарактеризовать роль Сергея Багапш в национально-освободительном движении, государственном строительстве и признании независимости Республики Абхазия. С подробным докладом на эту тему на конференции выступил председатель политической партии «Единая Абхазия», историк Сергей Шамба. Как было отмечено, Сергей Васильевич прошел вместе с абхазским народом через самые драматические испытания. Его трудовая биография является примером беззаветного служения Родине. Жизненный путь Сергея Багапша пришелся не просто на время перемен, но на время судьбоносных решений для нашего народа. Никто не ожидал, что во второй половине 80-х годов жизнь многих людей изменится коренным образом, и что впереди нас ждут не просто крах привычного уклада жизни и необходимость жить и работать в новых тяжелых условиях, в которых война, послевоенное безвременье, отсутствие четко прописанных политических и экономических правил игры станет обыденностью. Не знал этого и Сергей Васильевич. Однако для него постсоветская школа жизни была во многом труднее, чем для многих из наших соотечественников. Ведь Сергей Багапш, как политик и руководитель, нес ответственность не только за себя и свою семью, а за судьбы нашего народа. Успешному и талантливому советскому партийному руководителю приходилось на ходу осваивать специальности военного администратора, дипломата, кризисного правительственного менеджера. Как человек, много лет проработавший Сергея Васильевича, могу сказать, что он очень остро осознавал меру своей ответственности перед страной и ее народом. Присутствовавшие на конференции гости, второй президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, государственный и политический деятель России Сергей Бабурин и известный политолог Андроник Мигранян поделились воспоминаниями о втором президенте Абхазии. Они были хорошо знакомы с Сергеем Васильевичем, были свидетелями различных ситуаций, когда второму президенту Абхазии приходилось решать сложные дипломатические вопросы и принимать судьбоносные решения. Во время Отечественной войны во главе с Владиславом Ардзенбо и в сложное послевоенное время во главе с Сергеем Багапш народ Абхазии стал примером стойкости, целеустремленности и единства для многих народов мира, отмечалось в их выступлениях. Когда рухнул Советский Союз, именно героизм народа Абхазии заставил жителей Российской Федерации понять, что хватит горевать о разрушенном. Нужно сражаться за будущее, сражаться так, чтобы у наших потомков был шанс на существование. Именно у вас и у первого президента Абхазии, и у второго президента мы тогда учились, как нужно противостоять, если сложится такая ситуация, даже всему миру, но отстаивать свое право на жизнь, свое право на свою цивилизацию, на свои системы ценностей и традиций. И поэтому, когда мы говорим, что для нас первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзенбо – это президент Победы, который обеспечил сохранение Абхазии в 92-м и победу в 93-м. И за это мы вовеки будем ему признательны. А второй президент, Сергей Васильевич Багапш, это президент осуществления надежд и возрождения, который не просто привел республику к признанию, но и показал, что Абхазия способна исправлять и залечивать раны и развиваться.
На конференции выступили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, депутат Народного собрания Аслан Бжания, общественный деятель Вячеслав Чирикба, которые также поделились воспоминаниями о Сергее Багапш, рассказали некоторые интересные факты из его биографии. В завершении от имени семьи Багапш выступил брат Сергея Васильевича Рудольф Багапш, который отметил высокий уровень организации конференции и поблагодарил организаторов и участников мероприятия. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.